вас познакомим с ярким представителем, да, Якутска. Фадюша, ты у нас яркий представитель. Вот такой у нас богатырь есть, красавец, который, к сожалению, до сих пор еще на передержке, ищет дом. Ну, Кнопа это наша москвичка, можно так сказать. Фадюш, расскажи, какой ты бедный, несчастный, как ты ищешь дом. Скажи, я хочу домой. Я скажи, большой, но очень спокойный и ласковый. Да, Фадюш? Вот умничка, вот умничка. Вот такой, скажи, я не маленький, но, скажи, я очень ласковый. Всех люблю. И собачек, и кошечек. Фадюша, ты куда пошел? Иди ко мне, иди, мое солнышко. Иди, мальчик, вот такой вот. Да, Фадюш. Друзья, посмотрите на красавца. Может быть, кому-то он понравится, и вы готовы будете его взять. Да, Фадюш, скажи, я вот такой спокойный. Я даже немножко боязливый, несмотря на свой большой размер. Фадей у нас достаточно такой, всех боится и всего боится, но очень добрый. Сейчас, конечно, стал гораздо лучше. Привезли мы его, он совсем был несчастный, совсем боялся, очень боялся мужчин и новых людей. Сейчас он, конечно, уже молодец у нас. Да? Может быть, есть у кого-то какие-то вопросы, пишите, буду отвечать. Если у кого-то есть желание познакомиться, тоже пишите, мы с удовольствием познакомимся, пообщаемся. Мы находимся в городе Зеленограде, это Москва. Будем рады всем, кто проявит к нам интерес, да? Кноп, скажи, я тоже вообще готова уже пристраиваться? Что-то на меня тоже внимание не обращают. Ну вот, так что... Удачи. Да, спасибо большое. Мы уже давно готовы к хорошим родителям, но что-то пока нам никак не везет. Скажи, я уже 2 года сижу на передержке, и вот на такого красавца никто внимания не обращает. Он прекрасно, кстати, живет, несмотря на свои размеры, в квартире. Он отлично живет. Не дам соврать, потому что у нас тут как раз представитель Маша, это наша передержка, которая не нахвалится на Фадея. Да? Что у нас Маша расскажет про Фадея? Ну что расскажу, что он добрый, он очень любит собак, очень любит собратьев, в основном кобелей. Выбирает кого-то одного себе и все. Он очень любвеобильный. Самое главное, что его брать второй собакой вообще в идеале. В идеале, да. Он... Не обидит. У меня кобель Ротвейлер, он без него прям тухнет и чахнет. Поэтому ему нужен друг, обязательно друг, конечно. Ну, ему так легче адаптироваться. Угу. Он просто, глядя на собратьев, скажем так, тоже себя чувствует спокойнее и увереннее. Очень странно, что такая большая собака настолько запугана, что вот до сих пор мы еще, ну, скажем так, да, отошли в большей степени, но все равно еще страх какой-то есть. Особенно перед всем новым. Да, Фадюша, скажи, я очень хороший, возьмите меня домой. Я скажу, очень хороший мальчик. Вот. Скажи, я-то, конечно, бы с удовольствием остался и тут дома. Тем более, что есть самый лучший друг у меня тут, Грей, которого я очень люблю. Да, Фадюш? Ну да, да, конечно. Я понимаю, что у него есть друг, которому он за ним везде хвостом, и ему нужны хозяева, которые будут его чистить, которые покажут ему более мир. Ну да. Индивидуальный подход, короче говоря, нам нужен обязательно. Без агрессии. Вообще, без малейшей агрессии, как ты можешь сделать, и гладить, и причесывать, стригать ногти, залезать в пальцы, забирать косточку. Он вообще ничего. Он отодвинется такой, да, пожалуйста, делайте со мной все, что угодно. Есть собаки, которым что-то не нравится, а Фадей не из этого. Он уйдет, да, но ни разу не рыкнет, не стукнет,
Да, Фадюш. Да? Да, вообще он плюша, он реально, вот он плюшевый. Вот, гуляет он прекрасно, он приучен к поводку. Он у нас, конечно же, кастрирован. Он у нас привит, скажи, все как положено, с паспортом, со всеми прививками. Ой, а Кнопа-то как любит всех. И Кнопа любит, и Фадюша любит. Да.